Мгм. Добрый день, уважаемые абитуриенты. Я являюсь доцентом кафедры музыкального и хореографического образования Каримова Лейсан Наилевна. Сегодня я вас проконсультирую по поводу вступительного испытания по музыкальному исполнительству. В первую очередь хочется сказать, что это испытание у нас проходит в очном формате в 7-м корпусе по адресу Октябрьская революция, 7. Это 7-й учебный корпус Башкирского государственного педагогического университета. Значит, форма экзамена, форма сдачи будет очная, да, и на экзамен этот по музыкальному исполнительству необходимо будет представить 2 музыкальных произведения. Да, произведения лучше выбирать разнохарактерные, да, но тем не менее показывающие наиболее ваши сильные стороны. Следует отметить, что здесь можно музыкальные произведения выбрать как инструментальные, так и вокальные. Да, то есть можно одно произведение, допустим, исполнить на инструменте, на ваше усмотрение. Это может быть фортепиано, это может быть гитара, это может быть скрипка, да, духовые инструменты, струнные инструменты, то есть то, чем вы действительно владеете. Второе произведение можно также представить на этом же инструменте, да, но можно представить на другом инструменте или же что-то исполнить вокально. Да, то есть посмотреть ваши именно вокальные данные было бы неплохо, потому что все-таки у нас должно быть тоже определенное представление, да, о том, как вы владеете голосом. Но, тем не менее, если в этой сфере вы не особо сильны, то можно выбрать только инструментальные сочинения, пожалуйста, для прослушивания на экзамене. Это уже на ваше усмотрение. И второе будет, значит, после прослушивания ваших музыкальных произведений небольшое собеседование по вопросам по теории музыки. Мы затрагиваем вопросы элементарной теории музыки, да, в общем-то, не углубляюсь в гармонию, полифонию и так далее, те, кто у нас будет поступать после колледжа. То есть это элементарные вопросы, элементарная теория музыки, уровня, в общем-то, музыкальной школы. Вот. У тех, у кого нет музыкального образования, просто будет прослушивание музыкальных данных. В общем-то, хотя, в общем-то, при прослушивании ваших музыкальных произведений, вашего исполнения, в общем-то, уже определенное представление в любом случае складывается. Также собеседование по вашим достижениям, поэтому можно, в принципе, на этот экзамен принести также свое портфолио по вашим достижениям, если вы участвовали в каких-то конкурсах, да, концерты, какие-то благодарственные письма, еще что-то, да, то есть ваша активность тоже нам, в общем-то, естественно, интересна, и об этом тоже, в общем-то, на собеседовании мы с вами тоже будем немножечко тоже эти вопросы задавать, спрашивать вас, поэтому тоже здесь, наверное, немножечко подготовьтесь уметь себя презентовать, да, уметь себя презентовать. Значит, минимальное количество баллов мы видим с вами на слайде, да, это 50 баллов за этот экзамен. Максимальное количество баллов 100. Также для лиц, поступающих с ограниченными возможностями здоровья, естественно, время этого, продолжительность, да, вступительного испытания может быть увеличена. Далее, критерии оценивания. Значит, здесь у нас с вами уровень исполнительской техники, да, артистизм, естественно, да, как исполнители, в любом случае эти критерии, в общем-то, и кто участвует у нас в конкурсах, наверное, вы с этими критериями в большей степени, в общем-то, и знакомы, так ведь? То есть это техника, это артистизм, да, убедительность стилевой и художественной интерпретации исполняемых произведений. То есть насколько вы убедительны в своем исполнении. Это, наверное, такие вот основные критерии, на которые мы будем опираться. И по собеседованию, посмотрите, здесь тоже на слайде представлены некоторые направления, да, по которым, возможно, мы вас будем спрашивать.
для себя, в общем-то, наверное, просмотреть их, да, и вспомнить из курса музыкальной школы, из курса сольфеджио музыкальной школы. Еще раз повторяю, у кого нет музыкального образования, тем не нужно изучать эти вопросы, да, мы с вами будем, в общем-то, беседовать и смотреть именно ваши музыкальные данные. То есть без музыкального образования поступать, к нам тоже студенты, абитуриенты поступают, и мы с ними успешно, в общем-то, работаем. Далее. Значит, подчеркиваем еще раз все-таки, что очная форма у нас сдачи, да, то есть необходимо именно ваше присутствие, ваш обязательно сюда приезд в Уфу, да, приход и представление именно очного вашей сдачи этих произведений, да, и присутствия на собеседовании. Значит, обратите внимание на то, что необходимо явиться за 30 минут до начала вступительного испытания, да, потому что в любом случае нужно и распеться, да, нужно разыграться, да, нужно настроиться. Потом тоже можете заранее подготовить то, что вы будете исполнять, написать на листочке, хорошо, если вы запомните это заранее, да, первое, там, фамилия, имя, отчество. Можно написать, что вы закончили, да, чтобы это тоже визуально как бы комиссии сразу же представить. И пишите первое произведение, второе произведение, чтобы вам судорожно там перед тем, как заходить в аудиторию, не надо было заполнять вот этот листочек. Да. Лучше программу сразу же представить, в общем-то, подготовить ее заранее. Далее, значит, при себе необходимо иметь обязательно паспорт, да, чтобы мы видели, что это действительно вы. Необходимые принадлежности, да, ну, опрятный вид, естественно, у вас должен быть, да, чтобы удобно вам было сидеть за инструментом или стоять за инструментом, да, исполнять произведение, чтобы вы себя уверенно также чувствовали. Далее. И также на экзамен можно взять бутылочку воды объемом 0,5 литра, да, и шоколадку, чтобы так вот где-то, может быть, перекусить. Вот, потому что порой экзамен тоже у нас, в общем-то, затягивается на длительное время, поэтому все-таки вот водичку, да, и шоколадку можно с собой взять. Далее. Значит, где найти расписание вступительных испытаний, да, с сайтом, в общем-то, вы подали уже документы, сайта приемной комиссии вы уже знакомы. Да, ну вот он представлен также у нас на слайде, да. Затем вы заходите во вкладку с левой стороны внизу, да, мы видим бакалавриат, специалитет, и с правой стороны видим вкладочку расписание вступительных испытаний бакалавриата, специалитета 2024. Да, заходим, и уже открывается для вас расписание вступительных испытаний. Творческое вступительное испытание, да, по какой ссылочке можно посмотреть консультацию у вас, да, также на YouTube-канале можно будет посмотреть эту ссылочку, и вступительное испытание у нас с вами вот стрелочкой указано, да, музыкальное исполнительство, вторая строчка. Адрес я вам уже сообщила, да, это Октябрьская революция 7, это учебный корпус 7 нашего университета, и аудитория 207-я аудитория – это концертный зал. Здесь вот указано, что первый этаж, это будет второй этаж, 207-я аудитория на втором этаже. Ну, вот, я думаю, там, в общем-то, запутаться, корпус небольшой, очень уютный, поэтому я думаю, что найти аудиторию вы сможете, да. Значит, по расписанию у нас, значит, те, кто подаст документы с 20 июня по 20 июля, наш экзамен с вами 21 июля, начало в 10:00. Да, приходим, значит, не позже 9:30, можно к 9. Корпус, в принципе, с 8 он будет открыт, поэтому можно будет зайти, разыграться. Резерв этого экзамена у нас 25 июля в 10 часов. Для тех, кто подал 20 июня по 20 июля. Те, кто подаст у нас позже, с 21 июля по 18 августа, значит, для них дни вступительного испытания, вот этого творческого, да, вступительного испытания, 20 августа, также в 10:00. Место, адрес тот же самый у нас остается. И резерв 22 августа в 10 часов. Далее.
Значит, ну, вот слайд следующий, да, как подготовиться к сдаче вступительного испытания. В общем-то, требования я вам сказала, что необходимо, да, но также можно посмотреть, помимо консультаций, также можно посмотреть и программу вступительных испытаний по музыкальному исполнительству. Видим, также мы заходим на сайт приемной комиссии, да, бакалавриат, специалитет, и с правой стороны видим, что у нас есть программа вступительных испытаний по музыкальному исполнительству. Заходим, изучаем, находим, да, и читаем. Ну и вот она сама непосредственно программа, да, по которой можно посмотреть, какие вопросы, да, какие произведения здесь тоже, в общем-то, тоже указаны, да, рекомендуемая литература здесь тоже есть, да, те же критерии, которые мы с вами просмотрели уже и перечислили, да. На последнем слайде вот здесь представлено, значит, основные наши ссылочки, да, по которым можно получить исчерпывающую информацию. Также мой контактный телефон, да, 8 927 328 03 33. Да, и также внизу на нижней строчке мы видим с вами телефон нашей кафедры. Да, пожалуйста, можете звонить и спрашивать. Ну, наверное, можно по сотовому, если даже я не отвечаю, пишите сообщение в WhatsApp. Да, обязательно отвечу, обязательно отвечу. Также по QR-коду можно посмотреть тоже необходимую всю для вас информацию. Очень вас ждем. Да, на этом, в общем-то, наша консультация закончена. До встречи на вступительном испытании. Желаю всем удачи. Желаю всем качественно подготовиться к экзамену, да, получить тоже от этого удовольствие, от этого исполнительства, от собственного, да, исполнительства. И поступить, конечно же, хочется, чтобы вы к нам поступили, и вместе мы с вами на протяжении студенческих этих лет провели это замечательное время вместе. До свидания.